Здравствуйте, дорогие родители! Шлю свой горячий фронтовой привет. Спешу узнать, каково ваше здоровье, как живут все наши родственники. Я жив и здоров, воюю с врагом неплохо, не беспокойтесь обо мне. Это строчки из письма советского летчика Кязыма Агарба родителям. На протяжении долгих лет имя героя объединяет не только родных и близких, но всю его родину – Абхазию. Ни одна годовщина празднования победы в Великой Отечественной войне не проходит без упоминания об его бессмертных подвигах. Теперь его имя увековечено не только в народной памяти, но и в граните. Звездами путь мне устилаешь во мгле. Небо, ты близко, и ты так далеко. Небо, ты низко, и ты так высоко. Советский летчик-штурмовик, повторивший бессмертный подвиг Гастелло, Кязым Агарба. Сегодня, к 79-й годовщине Победы, здесь, у мемориалов неизвестному солдату и советским летчикам-герою, открыт памятник. Это было большой мечтой семьи, однако открытие мемориала – большое событие не только для родственников, но и всей страны. Кязым Агарба – дедушкин родной брат, мой дедушка Назым Агарба. Вообще у них легендарная семья: Кямын, Назым, Родион, Георгий. Они все для нас герои, потому что прошли этот нелегкий путь. Мы очень надеемся, что мы достойно несем их память. В честь него назван мой родной брат Кязым. Это была мечта моего дедушки. Отец мой, Роберт Агарба, воплотил эту мечту в реальность, назвав сына Кязымом. И это была мечта увековечить его имя, моего отца. И вообще всей нашей родни участвовала вся родня. Но идея была моего брата Кязыма. Спасибо огромное всем. Почтить память отважного летчика пришло руководство страны, члены правительства, депутаты, общественность. Его имя носит школа в селе Джирхуа, выходцем из которого он является. Рожденный летать, абхазский Гастелло, бессмертный воин, командир эскадрильи, верный сын Апсны. Такими заголовками пестрили статьи советских газет, посвященных Кязыму Агарба. حبتشا وبس رجويتان يخمد زقب يخزاز موتتشا يخابريزجي تقولنا يرلشت أبري памятник артра ата черзуху аридара крыцаско усуп. В нашей семье это легенда. Мы очень гордимся им. Я лично рассказываю своим внукам. Я хочу, чтобы они волнительно. Я хочу, чтобы они помнили, как помнили мы. Мы его не знали, но мы его любим, помним и благодарим за его подвиг. Кязым Агарба был призван в ряды советской армии в 1937 году. После окончания Энгельской школы в Саратовской области его зачислили в состав прославленных штурмовиков Ил-2. В это время ожесточенные бои шли на всех фронтах – в воздухе, на суше и на море. В январе 1942-го советские штурмовики наносили сокрушительные удары по попавшим в окружение частям гитлеровской армии в районе Демянска. Для снабжения своих частей немецкие захватчики перебрасывали туда живую силу, боеприпасы и продовольствие. Командованием советских войск была поставлена задача ликвидировать воздушный мост противника. Вылетев на очередное задание, летчик Агарба штурмовал попавших в котел врагов и, возвращаясь, заметил в воздухе 3 фашистских транспортных самолета. Несмотря на превосходство противника, в одиночку ринулся на самолет врага и с первой же атаки сбил его.
Объятый пламенем противник рухнул, но Кязыму Агарба было мало. Он стал преследовать второй самолет, который тоже сбил. За этот подвиг приказом командующего фронтом лейтенант Агарба одним из первых в полку был награжден орденом Красной Звезды. О подвигах героя можно говорить бесконечно. 27 июля, выполняя боевое задание ведущим группы из 6 Ил-62, он был сбит и получил осколочное ранение головы. Но оставаться в госпитале было не в характере отважного летчика. И выйдя на второй день из госпиталя, он с незарубцевавшимися ранами вернулся в свою часть. В сентябре 1943 года командование полка представило боевого летчика присвоению звания Герой Советского Союза. Кязым Агарба участвовал в боях на северо-западном, Сталинградском, Калининском, Западном и Втором Украинском фронтах. На своем штурмовике, который фашисты называли «Черная смерть», он совершил более сотни боевых вылетов. Подразделения под его командованием произвели более 300 вылетов. Было уничтожено свыше 1000 солдат и офицеров гитлеровской Германии, более 59 танков и бронетранспортеров, более 30 складов боеприпасов, около 14 батарей минометов, полевой и зенитной артиллерии. Особенно успешно Кязым Агарба проявил себя при осуществлении Яско-Кишиневской операции, когда совершил 10 разведывательных полетов с задачей фотографирования возможных маршрутов продвижения вражеских танковых войск. «Летал, как Бог», сказал о нем его боевой друг. Мы сегодня заново открываем этого выдающегося абхаза и советского патриота. Пилот, командир звена, замкомандира эскадрильи, командир эскадрильи 568-го прославленного штурмового авиаполка. Мы по праву гордимся. Основание для этого мощное. Об этом говорили и писали в разное время его сослуживцы. Кязым Агарба был нашим знаменем. Слава его подвигах гремела в других полках и соединениях. Вы и весь абхазский народ может гордиться своим бесстрашным и мужественным братом и сыном. Его смерть для нас ошеломляющий удар. Не раз смотревшие в лицо смерти плакали. Говорится в письме командира части гвардии полковника Юмутова, адресованном брату Кязыма Назиму Агарба. За проявленное мужество и героизм в боях Кязым Агарба был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени. Дважды он представлялся к званию Герой Советского Союза. Однако звание Героя Советского Союза он так и не получил. Ходатайство первому секретарю Абхазского областного комитета Коммунистической партии Грузии от имени однополчан, офицеров, командиров советской армии поступали не раз. Вот что говорится в одном из них. В годы Великой Отечественной войны много товарищей погибло за нашу советскую родину, но среди них, как одну из ярких фигур, память хранит образ сына солнечной Абхазии Кязыма Агарба. Прошло 25 лет со дня гибели отважного сокола. При встрече однополчан первым вспоминается его имя. История несправедливо отнеслась к памяти о достойном сыне нашей Родины. Многие его боевые друзья после войны тоже добивались присвоения ему звания Героя Советского Союза. Они переживали за эту несправедливость. С этой болью ушли из жизни многие из них. Их отношение к нему при жизни и к его памяти после не переоценить. Для нормального человека такое отношение важнее любых наград. Он заслужил уважение, восторженность, любовь, мужскую солидарность. Каждый вылет Кязыма — это победа советского оружия, победа мужества и умения, отваги и стойкости, писала газета «Красный Абзыт» 1 июля 1943 года. Сравниваешь его наградной лист с наградными листами многих героев Великой Отечественной войны и не понимаешь, как объяснить, почему так получилось, на каком уровне дали отбой. У войны свои скелеты в шкафу, свои интриги. Возможно, какие-то были квоты, в том числе и по национальному признаку. Вот скоро кончится война. Тогда я со своими товарищами приеду, а до этого подыщите хорошую невесту мне и устроите небольшую свадьбу. К сожалению, его желанию не суждено было сбыться. Он не вернулся.
В сентябре 1944 года Кязым Агарба возвращался с очередного задания, заметил большое скопление вражеской артиллерии и танков. Зная, что его ждет, он направил самолет прямо на врага и стал уничтожать фашистов. В этом бою штурмовик был подбит, вспыхнуло пламя. Последними словами, которые произнес герой Кязым Агарба, были «Прощайте за Родину». Ему было всего 28 лет. Счастье, но иногда в небе ломаются крылья, и сыновей прячет земля навсегда. В небе над головой вьется белая нить. Слышу я голос твой, за высоту надо платить.